Со скольки лет ты занимаешься вокалом? Пою я, в принципе, всю жизнь, а занимаюсь вокалом только начиная с апреля месяца. Хожу к педагогу и изучаю какие-то новые техники вокальные. Вот, поэтому с точки зрения профессионализма, вот такой стези, только сейчас начала. Что вот поспособствовало тому, что ты поняла, что хочешь заниматься вот музыкой? На самом деле это как-то спонтанно произошло. В детстве была очень энергичным ребенком, вот, и как бы все время где-то впереди стояла. Потом просто пригласили спеть, оказался музыкальный слух. Вот так и начала ходить. В принципе, ничего особенного. Сейчас как часто ты выступаешь? За последний год концертов приполнилось, так скажем. Достаточно часто выступаю, и даже после универвидения вот пригласили уже на 2 концерта, 18 числа и 25-го. Родители не были против? Они рады тому, что ты занимаешься? Нет, они наоборот рады, что у меня есть какое-то свое хобби, без которого, так скажем, я не я. Как тебе удается совмещать учебу и концерты, и репетиции к ним? Вообще, на самом деле, это несложно. Это концерты в основном в свободное время, поэтому можно отнести это к культурно-массовому отдыху. Ты первый раз, когда вышла допустим, не на маленькую сцену, а на большую, помнишь вот этот момент? Я даже помню, какая песня была. Это была песня «Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда». Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте, да-да. Мне было 6 лет, первый раз я вышла на сцену. Вот. Но по поводу чувств, которые я испытывала, я не могу сказать, это было давно. Но я думаю, что это было тоже драйвово, так скажем. Какое из всех твоих выступлений, которые, ты помнишь в осознанном возрасте, самое такое прям запоминающее, грандиозное? На самом деле, в прошлом году у меня был сольный концерт, вот. Но я вам скажу так, что когда я выступала на «Облаках» в новом для себя образе, мне как-то запомнилось больше, чем даже мой сольный концерт. А что был за необычный образ? Вообще, очень необычная песня «Everybody». Потом мы сделали достаточно эпатажный образ, такой он был ярко-розовый, с корсетом пошили специально. И мне вот в нем максимально комфортно. На какой сцене или в каком музыкальном проекте ты бы хотела поучаствовать? Я бы хотела поучаствовать в шоу «Ну-ка все вместе». Классное, мне прям нравится. Какие эмоции были после отбора университетского? Эмоции били ключом, потому что на самом деле такой момент нервотрепный, так скажем, знаете. И после того, как я узнала о том, что я буду представлять свой университет, я очень сильно обрадовалась. Это ничего не сказать, потому что мое лицо, оно просто расплывалось в улыбке. Расскажи, как ты решила поучаствовать в Универвидении? Достаточно комичная ситуация, понимаете, я в СГУ поступала для того, чтобы попасть на Универвидение, потому что знала, что оно здесь есть, от своего друга узнала. Поэтому как бы такой решающий фактор, ради которого я поступала сюда, это Универвидение. Что, по-твоему, тебе не хватило для прохождения дальше в конкурсе? Я думаю, стрессоустойчивости не хватило, потому что как только я начинаю переживать, у меня все слетает. Я думаю, что с точки зрения техники я могла бы справиться с той задачей, которая была мне поставлена, но вот из-за того, что я человек очень часто переживающий, по мелочам, по всяким пустякам, для меня вот в этот раз было сложно, очень сложно. Выходила на сцену, и как-то контролировать свои эмоции, переживания было трудно. Вот, так что мне не хватило стрессоустойчивости. Держите себя в руках. Какие планы на будущую музыкальной карьере? Что ты хочешь делать дальше, заниматься чем? На самом деле я не хочу, чтобы это было моим хобби, я хочу, чтобы это было моей работой. Поэтому сейчас я направляю все свои силы на обучение, чтобы потом в дальнейшем быть универсальной, чтобы петь все. Такая, конечно, детская мечта, но хотелось бы стать известной. Вот, все.